А вы не хотите раздельный сбор внедрять? Я не то, что не хочу, я вообще принципиальный противник раздельного сбора мусора. Я считаю, что это неэффективно и необоснованно. Председатель совета одного из домов по улице Богатырева в Казани Ирина Волкова привыкла выражать мнение общественное, которое на этом конкретном клочке суши рождается из ее собственного мнения. Она, а значит и весь этот дом, а об этом можно судить и по контейнеру сзади, против раздельного сбора мусора, потому что считает, что... Да просто потому что считает. Я считаю, что нужно сделать как за границей, либо собирать мусор, поставить везде автоматы, чтобы эта вещь оплачивалась, или создать, не как у нас сейчас в Казани, всего только 7 приемных пунктов, которые собирают мусор. Если бы за деньги, да, люди сдают, люди не ленятся. То, что за границей повально всем и каждому платят за раздельный сбор мусора, конечно, из области коллективных российских сновидений. Не платят, люди сами несут. Но слушаем дальше. Но государство же в этом нуждается. Государство нуждается? Нет, вы понимаете, государство сейчас очень легко отстранилось от забот о народе. Все бросает на плечи народа. Народ должен то, народ должен другое, и все за его счет. Скажите правду, чей мусор? Мой домашний. Вот же из дома. Предприниматель из Челнов Николай Атласов лучший во всем Татарстане сборщик и переработчик мусора. Видимо, как раз из тех, кто за счет народа и тому подобное. Он же не платит людям за то, что они несут пластик или бумагу в эти контейнеры. Потому что если б платил, то никакой переработки ни в Челнах, ни во всей восточной зоне не было бы вообще. Если это сырье буду покупать у рекоператора, я закрою свое производство, потому что мне это уже невыгодно. Только бесплатное сырье я могу переработать. Нам не заплатят, заплатим мы. Увы, но нам с Николаем Атласовым не убедить в этом общественность сходу. Люди воспринимают лишь те истины, что они открывают сами, а такое осмыслишь не сразу. Поэтому вот на эти новые тарифы на вывоз мусора можно смотреть разными глазами. И вроде бы все смотрят на одно, но кто-то видит небо, кто-то дно. 75 рублей с человека в среднем. Тариф ни низок, ни высок. Региональные операторы, которые желали большего, безусловно, не могут быть довольны. Люди, которые меньшего и желать не могли, недовольны все равно. В среднем это все же повышение. Дело в том, что эти тарифы, на мой взгляд, они не выгодны никому абсолютно. Они повысились, они не выгодны жителям. Они не такие, как их просил рекоператор. То есть они не выгодны рекоператору. Они не выгодны переработчикам. Они не выгодны власти с точки зрения того, что все поднялось, а по факту результата от этих тарифов нету. Итак, о людях. Вкратце, что меняется? Возьмем Казань, многоквартирные дома. Тут своя формула. Если раньше мы умножали количество квадратных метров на 2 рубля 80 копеек, то теперь мы умножаем 71 рубль 95 копеек на количество прописанных в наших квартирах. Очевидно, что однообразием тут и не пахнет. Очевидно, что выиграют владельцы больших квартир с небольшим количеством жителей. Будут платить даже меньше, чем теперь. Что в районах? У нас теперь 2 зоны, восточная и западная, и 2 региональных оператора. Но цена тем и нова, что она для всех одинакова. А вот эти старые тарифы сильно отличаются в каждом районе. Тут никаких квадратных метров, конечно, тариф с человека, так и было почти повсеместно. Вот восточные полцарства. Что мы видим? Мы видим, что для жителей Альметьевского района, например, тариф подскочит наиболее ощутимо. В 3 раза ровно. Было 25, будет 75 в среднем. А вот каждому жителю Тукаевского района, который уже платил 56 рублей с человека, нужно будет выложить из кармана лишь 20 рублей в месяц дополнительно. Примерно тоже в полцарстве западном. Жителям юго-западных районов придется раскошелиться, для жителей районов возле Казани повышение незначительное. Это своего рода компромисс. В действительности мы просили достаточно большие тарифы в соответствии с конкурсной документацией, поэтому надеемся, что инвестиционную программу примут и какая-то корректировка тарифов будет, потому что все-таки инфраструктуру в республике необходимо делать. Мы прекрасно все знаем, в каком состоянии она находится.
Еще один нюанс, который заставит нас заметить метаморфозу. В новых платежках эта строка «Вывоз и утилизация мусора» будет просто бросаться в глаза. Эта услуга переходит из разряда жилищных в разряд коммунальные услуги. То есть то, что зачастую было скрыто, теперь на поверхности. Фактически, это означает, что мы отныне не можем влиять на размер этой платы. Или все-таки можем? Вот идея Николая Атласова, известная идея, которая дает некоторый шанс. Домовладельцы, ответственные домовладельцы, которые могут и желают сами сортировать отходы, раскладывать их по разным мешочкам, а потом приносить контейнеры для раздельного сбора отходов, для них необходимо делать скидки. Еще раз поясним, это известный принцип: кто мусорит, тот и платит. Одно дело, если вы не заняты никаким раздельным сбором и мусора от вас кубометры. Другое дело, если вы им заняты, помогаете, стало быть, государству, переработчикам, вы как бы и не мусорите вовсе по полной программе и приближаете ту конечную цель, которая заявлена во всей этой мусорной реформе. Уменьшение свалок, вторичное сырье. Разве вы не вправе рассчитывать на скидку, на пряник от государства? Эта идея уже вовсю обсуждается, кстати, и в наших дворах, вместе с тарифами. Плюс это мы теперь будем платить не с квадратного метра, а с человека. Ведь квадратные метры, они не сорят, а сорят кто? Человек. Чем меньше квартиры, чем больше людей, тем больше будем платить. Вот и все. Надо как-то здесь все равно. А мы за то, чтобы по объему. Вот вывезли сколько, столько и заплатили. Вот и люди мыслят нынче как-то шире, как видите, объемнее, что ли. Тарифы не шокировали никого, но всегда хочется осмелиться на большее. Кто-то считает, что у этой затеи нет будущего. Вот, например, мнение западного регионального оператора. На данный момент российским законодательством не предусмотрено, поэтому дифференциация именно по раздельному сбору никак не предусмотрена. Скажу более, раздельный сбор, как будет внедрен, это будет являться обязанностью жителей все-таки сортировать. Сложно, конечно, объяснить людям, что у них есть обязанности, кроме прав. Объясните это Ирине Волковой с улицы Богатырева. Кто производит мусор? Мы. Мы собственники собственного мусора. И мы его владельцем. И мы имеем право реализовать. Кстати, вы улыбаетесь, хорошо улыбаетесь. Но в массе своей люди уже задыхаются в этой массе своей и готовы на многое. Если... Я слышала о том, что если мы будем раздельным мусором заниматься этим делом, то мы будем льготы иметь. А сейчас, в настоящее время, экономически трудно все-таки с людям, да? Поэтому мы готовы это делать. И расценка на вывоз мусора должна быть ниже, чем тем домам, жильцам, значит, у которых не будет раздельного, да, обычные. То есть это и будет стимулировать. Попробуем сделать осторожный, умеренный прогноз. Первое. В этом году региональным операторам будет не до раздельного сбора мусора. Им бы наладить в принципе систему вывоза мусора в районах, где ее зачастую пока нет. Значит, на льготы рассчитывать не стоит. Пока. Это не значит, что раздельным сбором заниматься не стоит вообще. Дело в том, что, и это второе, тариф этот не вечен. Тариф этот компромисс. И когда региональные операторы найдут через год какие-то другие деньги, и руки у них дойдут, наконец, и до разноцветных бачков, любой дом, 100% занятый раздельным сбором, уже сможет хотя бы надеяться на некий пряник от государства. Так что все как всегда, охота и собирательство. Мы, может, никому и не обязаны. Но тогда что? Тогда вот что. Михаил Любимов и Роман Безменов. 7 дней.